Своеобразный подарок на Новый год получила горнорудная компания «Алдан Золото». Автопарк предприятия пополнился на 8 БелАЗов. Возросшие мощности позволят отказаться от затратных услуг подрядчиков, а также повысит объемы переработки золотоносной руды. Слово коллегам. Водитель большегрузного самосвала Анатолий Хохлов проводит технический осмотр нового автомобиля, на котором скоро выйдет на линию. 8 новеньких 55-тонных БелАЗа были получены горнорудной компанией «Алдан Золото» в начале Нового года. Чтобы быть уверенным, когда ты на линии, это немаловажно. Когда ты на линии, чтобы техника в тебя не подвела, чтобы ты привез то, что в планах привезти. Обновление парка большегрузной техники – одна из статей новой политики предприятия. В прошлом году «Алдан Золото» внесло предложение в корпоративный центр головного предприятия об обновлении и пополнении парка тяжелой техники. В полюсе инициативу поддержали и выделили инвестиции. Корпоративный центр поддержал наше предложение. Была проведена огромнейшая работа и было принято решение о приобретении данных самосвалов. Увеличение парка техники – это в первую очередь отказ от подрядчиков, которых многие годы «Алдан Золото» привлекала для работы по перевозке руды. Пополнение новыми самосвалами позволяет сократить расходы на содержание автотранспорта и повысить объемы по переработке золотоносной руды, тем более, что к концу января ожидается поступление 6 новых 90-тонных самосвалов. 8 75-55 и 6 Камацу нам позволяют быть уверенным в том, что мы с запасом и своими силами полностью выполним увеличенную производственную программу и будем наращивать ее. С пополнением парка техники увеличится и штат водителей самосвалов, которые прежде чем сесть за руль большегрузного автомобиля проходят обучение в местном центре подготовки. В связи с приходом новых автомобилей и увеличением транспорта, естественно, у нас увеличится численность водительского состава где-то на 16-14 человек. Первые 2 полстопятки уже вышли на линию, остальные 6 зайдут в карьеры до середины января. Руслан Павлов, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», поселок Нижний Куранах.